Во-первых, начнем с того, что мэрия и промышленные предприятия, у нас конфликта не может быть, потому что за экологию в данном случае есть экологическая инспекция. Мы не можем нести ответственность за то, что делают предприятия. Для этого есть инспекция, они разбираются, у них они могут взять анализы, санэпидемстанция, они могут этим руководить. Мы можем только давать предписания, участвовать в комиссиях или по жалобам жителей. Вот, когда нам жалобы жителей приходят, мы отправляем и в прокуратуру, и везде. То есть мы не оставляем просто так. Часто жалобы у нас в районе Лукойл. Это единственное. В других местах у нас как бы с консервным заводом были раньше проблемы, но уже нету их. Они уже установили тоже очистительные. Винзавод тоже не имеем проблем. Спиртзавод тоже нет уже проблем. Вот сейчас остались только САНА. САНА еще должны подключиться. Это единственное предприятие, которые купили себе новые очистные сооружения, но еще не подключены. Надеемся, что они услышат нас и сделают это быстрее. Что делается для того, чтобы очистить речку Ялпуг? Мы чистили буквально каждый год участки, если взять со стороны Буджака. Там расширили, очистили. Сколько тогда средств было, но для того, чтобы решить эту проблему до Кангаза, потому что невозможно очистить только в Камрате, а дальше не очищать, вода все равно стекать не будет. Это полноценная работа должна быть. Это, конечно же, региональные власти должны подключиться и подумать о том, что у нас есть экологические проблемы именно в зоне русла реки Ялпуг.